Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Организовать свое дело в сфере гостеприимства поможет бизнес-школа. На кого рассчитана акселерационная программа, какие знания и возможности она даст и как принять в ней участие. Спросим у генерального директора бизнес-школы Натальи Хоренко. Наталья Альбертовна, здравствуйте. Добрый день, очень рада вас видеть. Могу сказать то же самое. Сейчас туристический бизнес испытывает серьезные последствия после пандемии во всем мире. Почему решили вашу программу начать именно сейчас, в этот непростой период? Прежде всего я хочу сказать, что такие программы акселерационные, они имеют очень хороший эффект. Это уже доказано, мы второй год их практикуем. И здесь необходимо отметить, что как раз та отрасль, которая пострадала в большей степени, она и нуждается в большем внимании, как следствие. Поэтому, конечно, мы попытались свою пассивную помощь оказать именно этим людям, которые организуют бизнес в этом направлении. Но не только туристическая сфера, но еще и сопутствующие виды деятельности, такие как, например, организация частных домов гостевых, как производство сувенирной продукции, сфера общественного питания и многое-многое другое, что делает пребывание наше в другой стране либо в другом регионе более комфортным. Поэтому для всех этих людей мы разработали подобную программу. Расскажите подробнее, что подразумевается под акселерационной программой и на кого она рассчитана. Прежде всего, программа быстрого роста, она называется так. Надо сказать, что бизнес-образованию в нашей республике уже почти 20 лет. И за это время очень многие варианты программы опробировали на людях. Какие-то были менее эффективные, какие-то более. Но вот акселерационная программа – это тот интенсивный модуль, который дает очень хороший рост, скажем так, прокачки своих личных каких-то компетентностей профессиональных, так и развитие твоего бизнес-проекта, который ты пытаешься реализовать. Вот эта программа, которая предполагает использование особых технологий, особых методик, которые спрессованы в очень короткие по времени промежутки, и как раз они дают этот самый эффект. Мы рассчитываем, мы планируем не более 3 месяцев плотного общения вот с этой ядерной группой людей, которые попадут на эту программу. И я больше чем убеждена, что у каждого из них будет какой-то прорыв вперед. Причем сразу хочу сказать, что мы, конечно, не обещаем золотые горы, мы, конечно, не говорим о том, что каждый, кто пройдет обучение, сможет увеличить свою доходность в 2 раза. Нет, у каждого свой рывок вперед, у каждого свои стартовые возможности, поэтому плюс, который для себя сам организует человек, он у всех очень разный. У нас, например, мы планируем сделать направление бизнес. Это для тех людей, которые уже давно в бизнесе, у которых есть наемные работники. Это те люди, возможно, которые сейчас, столкнувшись с пандемией, либо с какими-то другими экономическими явлениями, понимают, что их бизнес-проект развивается не так, как им планировалось, как им бы хотелось. Поэтому даже приходят к нам люди, которые находятся на стадии практически банкротства, и мы пытаемся вместе коллегиально решить, можно ли спасти проект, что нужно сделать, как нужно прокачать его, какой апгрейд произвести для того, чтобы все-таки этот проект был жизнеспособным. Но также есть и те люди, которые только планируют сейчас, несмотря на определенные сложности нашей жизни, организовать свое дело. И для них это тоже шаг вперед. То есть кто-то сомневается, нужно ли им это, кто-то сомневается, уже зарегистрировался, но не знает, какую сферу деятельности выбрать. Люди приходят с наметками на 3, на 4 проекта, и мы совместно анализируем, какой сможет выстрелить проект, какой, может быть, будет не очень эффективным сейчас. Это вторая группа, она называется стартап, и этих людей тоже ждет много всего интересного. И третья группа – это для тех людей, которые вышли на пенсию, возможно. Те люди, которые хотят поменять свою жизнь, возможно. Мы ее назвали условно 45+. Это те люди, которые имеют хороший жизненный опыт, какой-то жизненный багаж, и которые молоды и энергичны душой. Вот для них специально формируется небольшая группа 45+. Почему это происходит?
восприятия, переработки информации, она у разных людей в разных возрастных категориях складывается очень по-разному. Поэтому мы сделали вот такие 3 направления, и по прошлому году мы точно знаем, что это работает. И я думаю, что в этом году, а именно сейчас идет набор на все 3 потока, еще раз повторюсь, бизнес, 45+, и стартап. Можно подать заявку и стать участником этой акселерационной программы, если вам повезет. Ну вот и логичный вопрос. Будет ли какой-то отбор производиться в эту программу? Участники будут представлять свои проекты, все ли вы возьмете или какие-то будут отсеяны? Да, мы, конечно, берем всех желающих на первом этапе. То есть подать заявку можно очень легко, зайдя на сайт бизнес-школы, либо позвонить нам по телефону 8 924 860 16 13. Ваша заявка обрабатывается. В определенный день мы приглашаем вас пройти собеседование в удобном для вас формате. Это может быть онлайн-формат, также можно прийти с соблюдением всех требований, прийти к нам, и мы побеседуем и поймем просто, насколько вы готовы к обучению, насколько вы мотивированы. Если все хорошо, вы зачисляетесь на курс. Если же нет, мы можем вам, мы не расстаемся с вами, это точно, но мы вам тогда рекомендуем какие-то более подходящие для вас программы. Они все бесплатные, то есть человек при любом раскладе, попав в первоначальный список отбора на акселерационную программу, только выигрывает. В любом случае мы постараемся помочь всем и каждому. Но если вот кто-то из телезрителей, который посмотрит наше с вами интервью, вдохновится и решит стать участником, уточните, пожалуйста, сроки и условия приема заявок. Заявки принимаются, мы первоначально говорили, что еще в течение недели мы будем принимать заявки, то есть вот окончание этой недели и начало следующей. Но при любом раскладе нужно поторопиться, нужно сделать это как можно быстрее. Я еще раз, с вашего позволения, повторю телефон 8 924 860 16 13. Либо я очень рекомендую всем и каждому подписаться на Инстаграм нашего учреждения. Там сообщаются абсолютно все новинки, то есть все анонсы, когда мы собираемся, какие можно получить бесплатные ресурсы. Очень простой адрес у нас – это бизнес, нижнее подчеркивание, Якутск. Бизнес Якутск. Подписывайтесь, и вы всегда будете в курсе всех основных мероприятий, которые мы проводим в бесплатном формате как минимум. Ну и еще я бы очень хотела сказать о том, что обучение, которое мы пропагандируем, которое мы проводим, почему мы отвечаем за то, что мы даем. Потому что, Иван, согласитесь, что в периоды кризисов, как правило, появляется у многих людей большое количество свободного времени. Прочитав любую книгу, может любой из нас себя возомнить гением. И после этого пожелать ее просто пересказать. И таким образом у нас появляются всевозможные фейковые бизнес-тренеры, появляются люди, которые не владеют азами андрогогики, это обучение взрослых людей. И тогда у нас начинается работа в сломанный телефон, который не дает никакого эффекта, а только выкачивает деньги из карманов наших с вами сограждан. Поэтому я предлагаю все-таки учиться в проверенных местах. А напомню, бизнес-школа – это не частное предприятие, бизнес-школа – это учреждение подведомственное Министерству предпринимательства нашей республики. То есть мы четко выполняем заказ нашего государства, нашего правительства и органа исполнительной власти. Поэтому я очень хочу, чтобы каждый из вас, когда выбирал вектор, по которому нужно учиться, в первую очередь думал об этом. А кто учителя, кто их будет учить? Хочу напомнить, что у нас все преподаватели сертифицированные бизнес-тренеры, сертифицированные они корпорации малого и среднего предпринимательства. Также мы имеем международную сертификацию. Ну и в доказательство этому у меня есть очень хорошая новость. Я хочу похвастаться. Вы знаете о том, что мы учим не только взрослых людей, но и школьников. У нас в 2012 году вышло учебное пособие, по которому большинство школ нашей республики продолжают учиться и сейчас. Вот обратите внимание на авторство. Да, вы видите 3 фамилии. Это как раз преподаватели бизнес-школы, которые я здесь представляю при Министерстве предпринимательства. Этот учебник на материале Якутии разработан, и он только на Якутию ориентирован. Издательство «Академия». В этом же году, буквально месяц назад, вышел еще вышел один учебник. Учебник тоже называется «Предпринимательство». Обратите внимание, что тоже авторство якутских
бизнес-тренеров. Он рассчитан на учащихся 9-11 классов, издательство «Русское слово». Он очень в мягкой, удобном переплете, и его можно будет приобрести непосредственно на сайте этого издательства «Русского слова». Любой родитель, который хотел бы, чтобы его ребенок изучал предпринимательство в школе, он может это сделать. Вы ставите задачу перед администрацией вашей школы, вы говорите о том, что у вас есть такая потребность, и тогда директор, адекватно реагируя на ваши запросы, может просто поставить вопрос о приобретении этих учебников непосредственно у самого издательства. То есть для нас это не коммерческий проект, просто мы очень рады тому, что этот учебник во всех школах Российской Федерации может появиться точно так же, как и у нас в республике. Коллеги, то есть издательство обратилось именно к якутским авторам, именно к нам, а не в Самару, в Москву, в Питер или в Саратов. Там. Поэтому это еще раз доказывает, что у нас очень неплохой контент, очень неплохие результаты, и это уже доказано временем. Поэтому я очень надеюсь на то, что у нас получится этот проект таким же успешным, как в прошлом году. Вообще, надо сказать, что за весь период запуска акселерационных программ мы обучили 200 человек, а это люди, которые не только прокачивают себя и свою команду, не только улучшают свой проект, но еще имеют возможность защитить дипломный проект в конце обучения, в конце 3-го месяца. Но это не тот дипломный проект, который мы обычно с вами пишем, заканчивая высшее учебное заведение. Это не тот проект, который просто будет красиво лежать на полке и передаваться детям по наследствам. Это проект о вашем бизнесе. То есть это тот продукт, который вы создаете в течение всего этого срока обучения, и потом его защищаете перед предпринимателями. То есть вы получаете очень важную экспертную оценку профессионалов. И кроме этого можете получить диплом управления малым предприятием. Поэтому вот такой шанс есть у всех, кто заинтересуется. Поэтому обращайтесь, записывайтесь. Я думаю, что вместе мы сделаем так, что ваш бизнес будет развиваться. Я искренне разделяю вашу радость по поводу издания этих прекрасных учебников и на 100% согласен с тем, что обучаться все-таки нужно у настоящих профессионалов. И вернемся к акселерационной программе. Как проходит обучение и кто проводит по ней занятия? Вот по поводу того, кто проводит, значит, конечно, мы в основном опираемся на наших преподавателей, то есть местные тренеры сертифицированные. Кроме этого, мы стараемся сейчас, когда мы частично перешли с вами в онлайн-режим обучения, разнообразить ее спикерами федерального уровня. То есть для вас, для тех людей, которые пройдут обучение в эту программу, будет полностью открыт доступ на 1 месяц к базе знаний университета «Синергия». Мы договорились, ни одному региону такие преференции не были сделаны, кроме Якутии. Мы смогли убедить в этом Synergy Global, и не тот контент, который выложен в Ютубе, будет для вас доступен, а абсолютно закрытые лекции наши студенты смогут абсолютно для них бесплатно посещать и слушать. Но это будет организовано, все мы будем давать специальные промокоды, которые стоят очень дорого, но для вас они будут бесплатны. Ну и кроме этого я хочу сказать, что будет возможность пройти онлайн-тестирование, пройти мини-курс дизайн мышления, генерация бизнес-идеи, пройти те самые курсы, о которых я говорила, школа и азбука предпринимателя, инверсия собственного дела. Ну, то есть очень много направлений, и также мы предусмотрели еще спецкурсы, это более такие практикоориентированные направления, это 1С бухгалтерия. Согласитесь, что наши предприниматели не всегда пытаются разобраться в сути вопроса сами, а чаще передоверяют это другим людям. Но все-таки начальные какие-то сведения и умения по 1С бухгалтерии мы должны с вами уметь. Поэтому мы организуем такой спецкурс. Контент-менеджмент – это тот курс, который позволит продвигать свой проект самостоятельно, не всегда прибегая к услугам дорогущей рекламы. Ну и также будет практика, игровые мероприятия и бизнес-квесты. Мы их продумали в онлайне тоже. Вот. Ну и, конечно, я в заключении хотела бы пригласить всех на очень важные мероприятия, которые наше министерство проводит ко Дню предпринимателя. Пользуясь случаем, поздравляю всех
с Днем предпринимателя, который 26 сентября будет отмечаться. И кроме, это наш республиканский праздник. И мы подготовили очень интересные, бесплатные совершенно плюшки. То есть очень хороший контент. Я, с вашего позволения, тоже назову даты, когда вы сможете к ним подключиться. Очень легко это сделать, и для вас это будет бесплатно. 21 сентября. Теперь уже о сентябре говорим. 21 сентября рассмотрим вопросы самозанятости. У нас будет спикер Надежда Грец. Это преподаватель Российского экономического университета Плеханова. Вот здесь очень много нюансов, кстати, по поводу самозанятых. В нашей республике эта мера очень активно воспринята населением. Большое количество людей, мы уже за 2000 перевалили. То есть у нас многие люди стали самозанятыми. Вот. Но здесь есть определенные нюансы. Если вы предприниматель, выгодно ли вам перейти в режим самозанятого или нет? Сразу на этот вопрос ответить очень сложно. Но, сделав расчеты, проанализировав эту ситуацию, можно точно определить для себя, какой вариант более выгоден именно для вас. Как складывается взаимодействие самозанятого, например, с юридическим лицом? Ну, то есть контрольно-кассовая техника, нужна она или нет? Как это все обустроить? Вот обо всем мы будем говорить 21 числа. Удобное очень время выбрали, это онлайн. Выбрали очень удобное время, послеобеденное для нас. 22-го тоже небольшой сюрприз – это трансформация бизнес-среды. То есть это для тех людей, которые уже в бизнесе, но хотят что-то поменять в ней, улучшив ее тем самым. Конечно, это влияние цифровизации на бизнес-среду будет рассмотрено. Также мировые российские тренды, лайфхаки успешных предпринимателей. Это будет очень такой достаточно известный тренер по России Бочарова Анна. Она предприниматель, эксперт именно в вопросах диверсификации бизнеса. Ну, то есть я с удовольствием сама приму участие в этом мероприятии. Будет оно длиться не более 4 часов, поэтому в режиме нон-стопа, по крайней мере, каждый из вас сможет принять в нем участие. Также 25-го, всего 4, я уже 2 назвала. 25 сентября инверсия социального бизнеса. Вот сейчас социальный бизнес, он очень популярен, он очень активно развивается. Здесь будем рассматривать вообще умение построить бизнес-модель социального бизнеса, управление социальными проектами посмотрим, также цифровизацию этого бизнеса. Почему эта тема сейчас актуальна? Потому что обычно социальный бизнес – это маломаржинальный бизнес. И, как правило, людьми, которые организуют его, движет только желание сделать добро миру. Но перевести это и монетизировать это все очень бывает сложно. Вот об этом будем с вами говорить с Брусницыной Анной. Это эксперт Сколково именно по вопросам социального бизнеса. И последняя плюшка – это 24 сентября, экспертная сессия по очень интересной и суперэффективной модели Agile. Если вы не слышали, то я вам скажу, что это супер важный механизм в управлении. Причем в управлении семьей, в управлении классом для учителя, в управлении своим бизнесом, в управлении коллективом, где вы работаете. И вообще это очень хороший механизм, который рассчитан на эмпатию, то есть на умение чувствовать другого человека и делать этот процесс управления гибким, мягким. То есть мы постараемся с вами поговорить о мягких навыках. Олег Панин – это предприниматель, практик и федеральный эксперт Всероссийского конкурса «Лидеры России», в котором так хорошо Якутия себя показала. Вот об этом, обо всем он с вами поговорит 24 числа. Поэтому сентябрь очень насыщенный в преддверии нашего праздника. Мы вас ждем. Зарегистрироваться очень легко. Вы просто пишите небольшой комментарий, либо просто ставите плюс под объявлением на нашем инстаграме вот того или иного круглого стола. Ну и в завершении беседы, на ваш взгляд, насколько сфера туризма и гостеприимства республики сейчас нуждается в кадрах? И будете ли вы помогать вашим подопечным после окончания программы в становлении их дела? Вы знаете, у нас всегда есть потребность в кадрах, мы всегда недовольны своими кадрами и хотим лучших, да? Но не всегда предприниматель может вкладывать средства собственные на то, чтобы прокачать свой коллектив. Поэтому, конечно, всегда есть нужда
в лучших кадрах, чем есть на самом деле. Но так или иначе, я точно знаю, что есть потребность в переводчиках, есть потребность в гидах-переводчиках, есть потребность в прокачивании людей, которые просто являются обладателями гостевых домов. То есть если человек просто принимает гостей, но он живет в этом доме и не знает, как это делать, зачастую бывает очень сложно. Поэтому даже для такой категории, как владелец гостевого дома, у нас тоже есть целый модуль, который входит в эту акселерационную программу. Поэтому если вы находитесь далеко, например, в Миконе, но хотите стать участниками акселерационной программы, у вас есть возможность это сделать. Если будет подводить интернет, будем использовать кейсовые технологии. Но в любом случае, каждый из вас получит именно тот контент, в котором нуждается. Наталья Альбертовна, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Я желаю вам всего доброго. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». На кого рассчитана акселерационная программа, какие знания и возможности она даст и как принять в ней участие, мы узнали у генерального директора бизнес-школы Натальи Хоренко. До встречи в эфире.